Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня посмотрим такую тему. Мужчина на пороге. Кто такой? Зачем идет? И что же может из этого всего случиться? Мои дорогие, если тема интересна, посмотрите на песочек, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, какой мужчина у меня на пороге. С чем идет, зачем идет и что из этого может случиться. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте посмотрим, какой же мужчина у вас на пороге. С чем идет, зачем идет и что из этого может случиться. Так, песок прям просыпался. Слушайте, ну тут любовь однозначно и страсть случится. Вот как хотите. Может, не у всех, но тем не менее это будет. Просыпанный песок – это большие эмоциональные приобретения. Да, через край будут у вас эмоции бить. Так, мужчина на пороге. Ну, несколько мужчин идет. Ну, понимаете, как общая, да, цыпочка. Вы разные, и мужчин разных показывают. Тут мужчина один очень статусный, очень такой весь, знаете, активный, деловой, при деньгах, при положении, при своем каком-то исполнении. А второй мужчина, вы его знаете, это какой-то свой рубаха-парень, друг, товарищ, коллега, вот человек, которого знаете. Вот такие два персонажа. Мало того, тут еще один вроде, как я так понимаю, да, вот он здесь, смотрите, в дверь стучится. В дверь стучится в закрытую мужчина. Это какой-то ваш знакомый бывший мужчина, либо знакомый мужчина. Так, ну давайте по порядку. Давайте тогда с него и начнем. Раз он у вас вышел в левой стороне, вот его зона, вот он, этот мужчина. Смотрите, мужчина стучит в закрытую дверь. Причем это не первое его возвращение. Вот здесь тоже человек возвращался, тоже там постукивал, но видно по дырочке, что вы его либо не пустили, либо, ну, это был какой-то очередной его камбэк. То есть пришел, ушел, да, то есть это какое-то его стандартное поведение. Я хочу сразу по этому мужчине обозначить позицию. Мне этот мужчина не нравится, мне не нравится его энергетика, мне не нравится то, что он слева вышел. В левой стороне у нас обычно идут ситуации негатива, то, что не полезно, то, что вредно, также то, что испорчено психологически либо магически. В данном случае, да, по вот этой дырке, потому что это не первый его возврат, да, уже как-то повторялась эта ситуация, я скажу, что он, скорее всего, идет порченный. Этот мужчина был, возможно, кем-то очень сильно поглажен, да, сглазили мужчину, либо кто-то пытался его привораживать. То есть человек потерянный по жизни. Вот он, ну, он, как сказать, как марионетка, да? Нет, неправильно. Как флюгер. Вот, куда ветер подует, туда он и смотрит. А ветер, ну, в голове у него постоянно дует, да, в разные стороны. Человек может быть зависимый, человек может пить, человек может быть там гулящий, азартный. Такой весь, знаете, ну, запутался, да, запутался. Если у вас мужчина живет на две семьи, такое тоже может быть, да, туда-сюда ходит, то, ну, этому конца края не будет, потому что вот попортили его, попортили. Вот кто-то, может, там его пытались как-то удержать, да, что-то ему делали, что полностью повредило ему мозг и его энергетику очень сильно повредило. Здесь мужчину нужно чистить. Вот я не знаю, в каких вы отношениях. Здесь не показана эта тема. Любите вы его до сих пор, либо злитесь, обижаетесь. Но если вы понимаете, что это ваш мужчина, что все-таки какие-то есть связующие между вами, там чувства были, эмоции были, у кого-то ребенок может быть от этого мужчины. Девочки, не поленитесь, идите, почистите, попросите за своего мужчину. В церкви свечку поставьте, да, просто золотоуст закажите за здравие вашего любимого человека, а лучше там трижды закажите. Можете сами там как-то попытаться его там почистить, энергетически почистить.
на фотографию, на его там солечки насыпали, да, пусть полежит, подумайте, вот там мысленно настройтесь, чтобы соль вот в себя впитала весь негатив, который на мужчине есть. Попытайтесь, у вас с ним связь сильная, у вас может получиться, хотя бы вы ему облегчите состояние. И, кстати, себе тоже облегчите состояние. Если он постоянно туда-сюда ходит, да, он же тоже вам в дом негатив таскает. Поэтому, девочки, ну, возвращенец идет. Как будете реагировать, я не знаю. Вижу, что это не первая ситуация. И если ничего не делать, то это будет не последняя ситуация. Здесь я призываю действительно поработать над этой ситуацией. Либо уже навсегда закрыть дверь и больше никогда ее не открывать. Но поскольку он туда-сюда ходит, я так понимаю, что вы поступить таким образом не можете. Так. С этим разобрались, да, с возвращенцем. Но он такой, видите, идет на позитиве, может быть, с подарками, с цветами, по какой-то причине идет к вам. То есть есть какой-то повод, чтобы вот прям к вам зайти. Дальше. Мужчина, который друг. Вот он здесь, в правой стороне. Правая сторона хорошая, правая сторона про добро, правая сторона про любовь, про верность, про благое, понимаете? Человек, который ваш поклонник, тайный поклонник. Может быть, он ни сном, ни духом, да, там, тебя не проявляет в плане любви к вам. Может быть, он там давно зашифровался, сидит такой... Ну, типа, неважно, лишь бы она не узнала, лишь бы меня от себя не отделила. Вечно готовый помочь, вечно такой друг, который услужливый, всегда рядом, всегда он, там, если что там принести, подать, занять, я не знаю, всегда готов. Вот, этот человек в какой-то момент просто не выдержит, либо вы сами все поймете, либо он начнет говорить о своих чувствах, потому что вот у вас какое-то то ли увлечение идет, то ли он кому-то приревнует, да, увидит, что вы с другим мужчиной как-то общаетесь, кокетничаете, что-то он не выдержит и прям так с такой вот прям болью либо обидкой вам в своих чувствах признается и скажет: вот как же так, я тебя столько лет люблю, столько лет я там за тобой хожу, а ты вот раз там с первым встречным, поперечным тут стоишь, улыбаешься, да, как-то вот, знаете, отреагирует и прям почувствуете, что ему больно сделали. Девочки, ну, мужчина неплохой, мужчина хороший, добренький такой, да, может быть, где-то нерешительный, да, может быть, какой-то мягенький, но это его не портит, совершенно не портит, и как хотите, но если вы ему откажете, вы и дальше будете с ним дружить, то есть... Он из вашей жизни добровольно не уйдет, вот как хотите. То есть он там вас все равно, он говорит на дружбу, скажет: а я больше там ни сном, ни духом никогда тебя не потревожу, никогда даже не догадаешься, что я тебя люблю, да, буду вести себя по-прежнему, там, тихо молчать, по ночам о тебе мечтать. А если вы хотите с этим человеком в отношения, но, честно скажу, это слишком сладко, вот как хотите, но мне это выглядит очень приторно. То есть человек будет там прям ходить: моя дорогая, моя любимая, как скажешь, как там хочешь, там, ну, как служка будет, понимаете, прислуживать вам будет, присмыкаться, хочется сказать. А оно, понимаете, оно только вот, только на слух может приятно. А как начнешь жить с таким человеком, так оно и противно станет. Ну, тут, девочки, конечно, вы капитан, и вы будете задавать тон в отношениях. Если вы понимаете, что да, я хочу с этим человеком, то вы должны немножечко его раскрепостить в этом плане, да, но не переусердствуйте, чтобы он не разбаловался. В принципе, вариант неплохой, еще и с правой стороны. Значит, здесь женское удовольствие, так его и назовем. Женская радость, женское удовольствие. Вот такой мужчина к нам идет. Дальше, девочки, вот он, главный персонаж, видите, в центре. Это судьбоносный человек. У кого-то идет встреча с судьбоносным человеком. Абсолютно новый человек. Он прям таким, смотрите, когда со знаком султана идет. Очень мощная личность, очень такая деловая, очень значимая. Тут прям, ну, как скоробей, видите? Жук-скоробей вышел, да? Прям четко скоробея видно. Это как? Элита, да? Элита. Человек высокого статуса, высокого ранга. Может быть, он действительно каких-то королевских там кровей. Да? То есть очень необычная личность, очень необычный человек. Явно он намного выше по статусу, по положению, чем вы. Много очень в жизни видел, добился. Но и меня вот знаете, что смущает? Что не у многих отыграется брак с этим человеком. Потому что, с одной стороны, он, видите, руку дает, вас с собой берет, да?
И тут как бы по справедливости, по Кантору, скорее всего, как брак идет, да. А с другой стороны нет. С другой стороны у нас как постель только выходит. То есть цветок идет вот именно такой, да, разврата. Ну, утрирую, конечно, да, не разврат, тут любовь, интим, любовники, вот. Любовниками можете быть. То есть вот тут 50 на 50 пойдет, потому что в одной руке брак, в другой руке постель, страсть. Кто-то в любовнице вас позовет, а кто-то в брак возьмет. Но в любом случае, вот как бы ни повернулась ситуация, вы никогда не пожалеете, что именно с этим человеком вы сошлись, а даже многие будут и Боженьку благодарить, что вот такого человека послали. Очень щедрый, очень милосердный, поможет, подскажет, посоветует, денег вас может вложить, причем много может вложить. Тут я даже не знаю, кому больше повезет, кто любовницей станет, либо кто женой. Вы простите, что я так говорю, но вот поверьте, да, если вы женой такого человека станете, то вам нужно будет очень соответствовать, потому что он вот прям какой-то особенный, селебрити, понимаете, он в высших кругах каких-то ходит, может быть, он как-то особенно говорит правильно, может быть, он там, не знаю, какие-нибудь там одежды особенные одевается, либо по какому-то особенному этикету, а вы как бы далеки от этого момента, и вам может быть нелегко всему этому научиться и этому человеку соответствовать. Плюс столкнетесь с его окружением, которая, знаете, все такое фи, напыщенное, типа мы там селебрити, элита, а вы там обычные изгои, да, вот какой-то момент может быть. То есть, а если любовница, то будете жить как у царя за пазухой, он вас там будет обсыпать всякими там подарочками, баловать, удивлять, ну, даже не знаю. Вот даже вот смотрю и думаю, вот что лучше. Ну, девочки, ну вы сами для себя все знаете. Я единственное, что скажу, что вы этому человеку просто скрутите голову, он настолько потеряет свое чувство, эмоций к вам, вот кем бы он ни был, там, может даже, не знаю, там премьер-министр, может быть, даже иностранный какой-то, да, там, высокопоставленный чиновник, вот прям влюбится, как мальчишка. Вот прям ради вас на все будет готов пойти, и ему все равно будет, кто что скажет, кто что сделает. Ему будет важно только лишь ваше мнение, ваша улыбка, ваше хорошее настроение по отношению к нему. Очень мощная личность. Девочки, вот у вас с ним, кстати, встреча, знакомство идет очень близко. У кого-то, может быть, через несколько, даже, может быть, недель, а у кого-то через несколько месяцев, да. Ну, то есть не больше, чем 3 месяца у вас, я так скажу. Он, смотрите, достаточно большой, но все-таки, да, если посмотреть, здесь половинка у нас выходит, половинка. Девочки, у кого-то совсем близко, у кого-то чуть подольше, но тем не менее. Мужчина такой судьбоносный, знаковый, статусный, понимаете, тут титулованный какой-то. Очень хороший мужчина. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.